Доброе утро, майское утро, с шуршащей травой и бегущей весной, с кофе на кухне, будильником утро, с солнцем, стучащим к нам в окна домой. Вот несмотря на пасмурную погоду сегодня в Якутске, тем не менее, вот именно с этих прекрасных строк мы начинаем наш утренний, теплый, уютный, опять же, несмотря на погоду, семейный, самое главное, эфир. «Утро Якутии» вам вновь желает отличного настроения с самого утра. В ближайший час оставайтесь с нами, потому что действительно это уже такая добрая традиция просыпаться с программы «Утро Якутии». И сегодня с вами в студии будем работать мы, это Дарья Анкехова и Павел Танин. Ну и, конечно, призываем просыпаться с нами ежедневно, потому что это не только позитивно, но это еще и полезно, это еще и удобно, потому что проснуться от хороших новостей, проснуться от прекрасных каких-то инфоповодов – это всегда здорово. Да и в целом, кто рано встает, тому, как говорится, Бог дается. Поэтому никогда не откладывайте возможность проснуться пораньше. Ну и, как всегда, мы начнем с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 6 градусов. В заречной группе 7-14 градусов выше 0. В южных 4-8 градуса тепла. Вилюйска 5-12, Нижленских 6-12, западных 2-7 выше 0. В Калыми-Дигирской группе Лусов до плюс 15. В Янских 4-12, на северо-западе от минус 8 до плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 6 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 3 метров в секунду. Сегодня днем облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 11 градусов. Предлагаю сегодняшнее утро начать не только стихами, но и красивыми кадрами, потому что прямо сейчас можем перенестись в Минск, где прошел фестиваль ретро-автомобилей, посвященный 80-летию Великой Победы. Потрясающие редкие экземпляры советского зарубежного автопрома были представлены на выставке. По данным организаторов, на фестивале собрали около сотни автомобилей возрастом более 40 лет. Особенностью программы стал парад ретро-машин. Завершилось мероприятие масштабной выставкой на Октябрьской площади, где жители и гости Минска смогли вблизи рассмотреть уникальные автомобили прошлого века. Традиционно фестиваль проводится с 2008 года. На самом деле кадр действительно красивый, особенно вот эта вот машинка такая, это Volkswagen, да, как красно-желтенький, так забавно и очень, очень весело она выглядит в своей раскраске. Ты знаешь, это такая достаточно популярная традиция. В этом году и у нас на площади Орджоникидзе 8 мая, если не ошибаюсь, по-моему, даже 9-го стояли тоже ретро-автомобили. И очень много людей подходило, фотографировалось. Это вызывает действительно бурю, массу позитивных эмоций. Ну да, потому что не каждый день такой транспорт можно встретить на улицах, да. Встретить на улице, да, вживую к нему подойти, постоять рядом. А может быть, если еще дают возможность посидеть внутри, это вообще дорогого, мне кажется, стоит. Поэтому, классно. Еще и, судя, опять же, по кадрам, погодка такая хорошая, солнечная, прям шик. Отлично. Ну а теперь давайте обсудим тему, которая может коснуться каждого из нас. Россиян начнут штрафовать за мойку машин на даче или же, допустим, у водоемов. Теперь это можно делать только в специально отведенных местах, то есть на автомойках. Да, и нарушителям грозит штраф до 5000 рублей. Запрет введен из-за риска загрязнения почвы и воды моющими средствами. Ну и с одной стороны, правильно, да, потому что если мы возьмем машины, которая собрала на себя очень много пыли, не только пыли, в процессе езды по дорогам она собирает, наверное, какие-то взвеси выхлопных газов и так далее, это все очень сильно может почву загрязнить. Поэтому я даже как автолюбитель могу сказать, что я поддерживаю такую историю. Ну, вообще, как будет происходить эта процедура, в чем, возможно, плюсы и минусы, мы решили поговорить с адвокатом Якутской республиканской коллегии адвокатов, с Марией Дмитриевной Гаврилевой. И она у нас сейчас на прямой связи. Мария Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот мы хотели бы узнать у вас, действительно ли, да, что мойка на берегу водоемов будет категорически запрещена и будет так сильно караться, я бы сказала? Да, это действительно так. И я сама как автомобилист, старый, скажем, да, подтверждаю это. И раньше бывало такое, что мы мыли авто свое, там у протоки, у озера даже бывало, да, у водокачки. Сейчас это категорически запрещено. И согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года запрещается мойка транспортных средств в водных объектах и на их берегах.
Вот, поскольку мы моем автомобиль, и эта вся грязь стекается, химия стекается в почву, это, конечно же, чревато для экологии, для вообще санитарно-эпидемиологического вообще благополучия населения, да, и поэтому мы автомобиль должны мыть только в отведенных местах, оборудованных, да, автомойках. И вот наш небольшой город, я посмотрела в Тугис, у нас 90 автомоек. Они как бесконтактные, так же и самообслуживание. То есть в нашем городе это все предусмотрено. Таких проблем нету, что нету места, где бы помыть машину. Но бывает такое, что накапливается очередь, но это вот может быть и сезонное. Нет, ну все понятно с водоемами, действительно, это ни для кого, наверное, и не секрет, да, так было всегда, нежелательно мыть там было, сейчас запрещено. А что касается дачного участка, ну ведь многие могут у себя там во дворе, на дачке-то, как не помыть машину-то, Мой всей участок, семьей. что хочу, то и Да, делаю. что хочу, например, то творю. Да, это частная территория, скажем, да, что могу и хочу. Но опять-таки планета у нас одна, и мыть машину на дачном участке, если у вас нету системы очистки воды, то есть должен быть водосток с фильтром, да, то запрещается, может быть наложен штраф. А что вот касается какой-то вот легкой чистки автомобиля, может быть, то есть без использования вот химии какой-то, да, или очень большого объема воды? Это без проблем, это даже не то, чтобы можно, это нужно делать, вот протереть фары, там стекла, регистрационные знаки, это нужно делать обязательно. За это никаких штрафов не будет. Ну а как будут фиксироваться подобные правонарушения? Потому что действительно на дачный участок-то не каждый проникнуть может, на твою частную территорию, да? Ну, про водоемы понятно. Поймали, оплати штраф, до свидания, да? А про дачные участки? Про дачные участки вообще я предложила бы собственникам дач, автолюбителям иметь такое вот выделенный такой, ну, желательно бы это асфальтированный, да, или оборудованный таким образом, чтобы вода стекалась и чтобы там стоял фильтр. Тогда, если даже будет зафиксирован это правонарушение административное, вы можете обжаловать его и сказать, что действительно у меня стоит система очистки воды, и вода в почву попадает уже очищенная, чистая вода. Ну, а если вдруг все-таки столкнулись с подобной ситуацией, да, возможно ли как-то оспорить подобное решение, потому что всегда же бывают спорные ситуации, допустим, да, ну, может быть, ты и не мыл ее, может, ты просто водой окатил ее, к примеру, ведром, ну, захотела просто освежить машину. Водой окатил, это и есть мойка. Уже, да, все, конечно, уже попался. Водой окатил, это мойка. И, конечно же, такой штраф можно обжаловать через госуслуги, личный кабинет. А лучше я бы предложила как адвокат оспорить в судебном порядке. И там уже доказывать. Могут быть какие-то процессуальные моменты, да, неправильно составлен протокол, видеофиксация. Может быть, это не ваш автомобиль, и вообще это не вы, да. Могут быть, да, свидетельские показания, да. И, конечно же, вы можете подтвердить тем, что во дворе у вас установлена система очистки воды. Тогда никаких проблем не будет. А если это со слов соседей? Бывают же такие очень недобрые соседи, говорят, каждый день моют машину, вижу через забор. Такое подобное заявление, оно будет как-то, знаете, так оформлено? Конечно, жалобу можно написать, да, жалобу могут написать соседи. Вот. И вот во многоквартирных домах вообще нельзя мыть машину. Там не то, чтобы это вот дворовые территории, там детские площадки, в лесу. Нельзя мыть машину. Вот часто бывает летом особенно, да, я сама из Амги, бывают такие, да, возле реки Амги моют машину, даже проезжаются по берегу, да, помыть колеса. Но это кощунство, это вообще... И бывает такое, что... отдыхающие зафиксировали номера машины. И, конечно же, по этим фактам может быть возбуждено административное производство. Наложен будет штраф. Мария Дмитриевна, спасибо большое за полезную информацию. Я думаю, это будет полезно многим нашим телезрителям, поэтому не моем машины нигде больше, только на автомойках. Иначе будете платить штраф. Мы желаем вам прекрасного настроения и хорошего рабочего дня. Спасибо. Ну, а мы на этой волне передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые готовы нам рассказать о последних новостях.
Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Этим летом жители Якутии ожидают очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля они вырастут в среднем на 13%. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Николай Бочков. Основными причинами ежегодного повышения стали удорожание топлива и рост расходов организаций. За последние 5 лет уголь и нефть подорожали в 2 раза, газ на 50%, а затраты на зарплаты выросли на 75%. Самую большую долю расходов сегодня занимают затраты на топливо. Например, доставка угля в отдаленные районы республики иногда занимает 2 года, что увеличивает логистические издержки. До окончания ледохода Управление Роспотребнадзора по республике будет проводить ежедневный отбор воды. Специалисты санитарно-гигиенической лаборатории проводят исследования по мутности, запаху, жесткости, цветности и pH. Также отобранные пробы проверяются на паразитов и вирусы. Для недопущения инфекционных заболеваний специалисты Роспотребнадзора рекомендуют дополнительно проводить очистку воды с использованием бытовых фильтров, а также употреблять бутилированную или кипяченую воду. Контролируется вода, которая подается населению, например, в городе Якутске в ежедневном режиме. Сейчас вот у нас на сегодняшний день по цветности вода выходит за 70 градусов при нормативе не более 20, это исходная вода. А потом, когда после очистки уже, когда подается данная вода в сеть питьевая, она уже вот соответствует требованиям гигиенических нормативов. Весенне-полевые работы подходят к завершению. До конца сезона в Якутию засеют 51 тысячу гектаров. Из них почти 12 тысяч – это зерновые, 31 тысяча – кормовые культуры. Для посадки картофеля и овощей готовится более 7 тысяч гектаров. На поддержку производства в бюджете республики предусмотрено 259 миллионов рублей. Напомню, по указу главы региона Айсена Николаева к 2030 году площадь используемых пашин планируется увеличить до 70 тысяч гектаров. На сегодняшний день начались работы по закрытию влаги, это на пахотных угодьях. Где-то на 7 мая по оперативным данным составило 1500 гектаров. В прошлом году закрытие влаги мы провели где-то в объеме около 10 тысяч гектаров, поэтому в этом году тоже цифра будет не менее этого. Минпромторг страны заявил о планах разработать стандарты русской кухни. Министерство считает развитие кухни перспективным направлением для экономики и ведет работу по созданию рабочей группы, которая займется популяризацией этого культурного наследия. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушев. Напомню, блюда русской кухни были представлены 9 мая на торжественном обеде в честь Дня Победы в Кремле с участием Владимира Путина и лидеров 27 государств. Гостям предложили салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной и уху по-карельски. В качестве основного блюда подавали филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя и утку с карамелизированной спаржей. Десертом стал яблочный пирог с ванильным мороженым, ну а к обеду подавали красное сухое вино с Кубани и белое сухое крымское. Вот последние кадры от выпуска новостей наших коллег, да, вот это прекрасные тарелки, прекрасная еда, и все-таки это же делают профессионалы настоящие, повара, например, да, ну не конкретно про еду это делают повара, и вот Ну, у которых есть как минимум образование, это профессия, однозначно. да. И говоря, кстати, про профессию, ученики среднеобразовательных школ могут получить свою первую профессию, будучи еще в школе, и это стало возможно благодаря региональному проекту «Моя первая профессия». Цель проекта – помочь обучающимся старших классов стать востребованным по актуальным на сегодняшний день профессиям. Подробнее об этом расскажет наш гость, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Владислав Гаврилович Хабаров. Владислав Гаврилович, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот в 2 словах, пожалуйста, о проекте «Моя профессия». Как бы, ну, по идее, в 2 словах мы уже сказали, да, чтобы возможность учащимся школ получать профессию. Ну, вообще, с какого класса возраста можно принять участие, начать как бы осваивать какое-то ремесло? В 2024 году главой нашей республики Айсеном Сергеевичем Николаевым был запущен большой указ о стратегическом развитии системы образования. И в рамках этих проектов запущен наш региональный проект «Моя первая профессия», дающий возможность для старшеклассников 10-11 классов, уже обучаясь в школе,
получить профессию и иметь гарантию того, что они могут трудоустроиться уже или в 10-11 классе, или после сразу выпуска из школы. А То есть какие это параллельно идет, да, вот? Да, Параллельно да, обучению. параллельно в наших учебных центрах, которые прошли отбор, они могут обучиться и, обучаясь уже в школе, после обеда там, или дистанционно, получить первое образование. Ага. А сколько школ, учеников, вот, наверное, на данный момент уже? Ну, проект впервые он был запущен в 2024 году. Пилотно мы его запустили в сельских населенных пунктах. Всего охвачено за 2024 год 1200 школьников. 1200 школьников уже получили первую профессию. И Уже они ее... Да. Они уже прошли обучение. уже скажем так. прошли обучение. Ну и сразу возникает вопрос, вот мы видим сейчас фотографии, да, а какие профессии включены в программу? Это, мне кажется, основной такой главный вопрос, да, потому что хочется стать-то и медиком, и, допустим, в правоохранительных органах работать, но, скорее всего, не все профессии охвачены, да, сейчас в Да, программе? да. Вообще суть проекта в том, что на цифровой платформе проекта «Моя первая профессия» генерируется для ученика образовательный сертификат на сумму 20 тысяч рублей. И эти 20 тысяч рублей он может потратить на профессиональное обучение в учебных центрах. Так как республика платит за обучение школьника полностью, да, республика выбирает, по каким профессиям ему обучаться. Это те профессии, которые сейчас востребованы на рынке труда. То есть буквально мы выбирали эти профессии, исходя из того, что школьник, получив эту профессию, сейчас уже может трудоустроиться. Всего выбрано 47 профессий, начиная там от кассира, заканчивая водителем категории А, категории Б. То есть в основном это рабочие специальности? Да, конечно, это в основном рабочие профессии, которые именно сейчас востребованы на рынке труда. Ага. Ну, а я сейчас увидела, вот, например, очень много профессий из бьюти-индустрии, да, это Да. тоже актуально. Это очень актуально, это очень востребовано, и девушки вот старших классов, они вот в топ-5. Охотно, да, идут. в топ-5 То есть профессий реснички, ногти, это все сейчас актуально. Зато потом в 11 классе выпускном всем подругам макияж сделать, ногти, ресницы, это же... Уже прибыль. А это уже предпринимательская жилка? Да. Хорошо, движемся далее, да, и какие организации, учреждения поддерживают сегодня проект «Моя профессия»? Да, всего мы объявили отбор всех образовательных организаций, которые могут принять участие вот в «Моей первой». Мы не ограничивали ни частников, ни государственные учреждения, они все вошли. И 25 центров обучения, которые соответствуют, во-первых, по качеству обучения, по материально-технической базе, по своему преподавательскому составу. Безусловно, для каждой профессии есть какие-то требования, которые должны присутствовать. И вот те организации, которые вошли, это 25. Это, во-первых, наши колледжи и техникумы системы среднего профобразования и школы и дополнительные образовательные учреждения, которые могут у себя проводить обучение в рамках проекта «Моя первая профессия». Ну, в целом, год проекту. Ну, в прошлом году он был запущен. Какие-то уже по итогу этого года, скажем так, Отзывы, результаты. отзывы, результаты, планы развития дальнейшего. Да, ну вот в 2024 году мы пилотно его опробировали в сельских наших районах. Мы сейчас будем с 25-26 до 30 года распространять на всю республику. Глава дал такое поручение, чтобы каждый школьник имел гарантию и был профориентирован на получение востребованной профессии. Мы сейчас его будем распространять на всю республику. Второе, то, что мы сейчас внедряем, это мониторинг результатов. Да? Каждый проект должен быть результативен. Действительно ли они пошли по своему профилю полученной профессии обучаться в ИСПО или ВУЗ, обеспечили ли себе летнюю занятость эти школьники, какие результаты принес проект. Это второе. Ну и третье, главный отзыв, наверное, то, что мы получили 6 мая. На прошлой неделе нас посещал в Якутске министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов. И в числе вот 3 проектов Министерство образования и науки презентовало проект вот «Моя первая профессия». Сергей Сергеевич отметил этот проект и предложил его распространить на всю страну. И Вот так. Да, действительно, сейчас якутский региональный проект «Моя первая профессия» будет рассматриваться Министерством просвещения для распространения на всю страну. То есть масштабироваться. Вот Да. так. То есть, в принципе, нашу идею могут перехватить другие регионы, ну и это, наверное, такой очень хороший показатель, Да. потому что действительно, раз этот проект, значит, удался у нас на территории республики, то почему бы и в другие регионы не запустить? Да. Но и еще такой один вопрос, да, а все-таки не было ли страха, да, и опасения насчет того, что вот дети, получив эту профессию, они не пойдут учиться дальше, не на среднее специальное, на высшее. Ну как, я уже зарабатываю, зачем мне учиться дальше? Да, ну, во-первых, мы рассматривали то, что сейчас у нас
сложная ситуация на рынке труда, ну, дисбаланс трудовых ресурсов, так называется, да, вот сейчас очень много вакансий на рынке труда, а безработица почти что нулевая, и в республике, и везде. И сейчас вот мы ищем трудовые ресурсы, которые могли бы трудоустроиться именно сейчас и закрыть какие-то потребности. В том числе это могут быть и старшеклассники наши в рамках своей летней занятости, во время каникул могли бы трудоустроиться и поработать, закрыть некоторые вакансии. И так что мы считаем, что это неплохо. Это первое. Второе, то, что это идет профориентация для школьников. Иногда, чтобы понять, какое направление тебе подходит, надо попробовать его руками. А профессиональное обучение именно это и обеспечивает. Там и теория, и практика, и производственная, и учебная практика. Они могут, во-первых, профессию попробовать руками. Ну и третье, то, что когда ты идешь в ВУЗ и СПО, и у тебя есть рабочая профессия, допустим, если ты идешь в промышленность, и ты хочешь стать инженером, но у тебя есть профессия сварщика, это тебе только в плюс. И когда ты будешь трудоустраиваться на промышленное предприятие, например, то тебя будет еще больше ценить, если у тебя есть рабочая профессия, и ты знаешь, что это такое. А вот сколько само обучение по профессии длится? Ну, профессии-то разные. У нас есть и IT-направленности, и промышленные, как я уже сказал, и, минимальный, и максимальный медицинские, срок. да. Ну, месяц и иногда до 4-5 месяцев достигает. То есть гипотетически старшеклассник может там за вот 10-11 класс за 2 года несколько профессий на себя примерить, что как бы опять же профориентационной вот этой вариативности добавляет. Да, для примера, мы осенью этот проект начали, и некоторые заканчивают, допустим, в мае-июне только, да. Потому что, безусловно, есть обучение, 10-11 классы, это очень ответственные классы, они готовятся к экзаменам, и мы растягиваем обучение, чтобы они без ущерба для учебы заканчивали. Вацлав Гаврилович, спасибо большое за такую интересную беседу. Мы желаем вам, чтобы проект все-таки продолжал работать, самое главное, и приносил, масштабировался вот на всю приносил свои территорию результаты. страны, как Спасибо. было предложено. Но выбор профессии, это, конечно, дело не из легких. Поиск себя — это длительный процесс, иногда может продолжаться даже всю жизнь. И, как сказал Ушинский, если вы правильно выберете труд и вложите в него душу, то счастье само вас отыщет. Ну а пока мы предлагаем получить немного счастья с помощью недолгой, но очень активной зарядки. Ведь спорт способствует выделению гормона счастья серотонина, который улучшает в первую очередь, конечно же, наше настроение. Всем доброе утро, меня зовут Мария Расторгуева, и я сегодня вам покажу тренировку с гантелями. Вместо гантелей мы будем использовать обычные бутылочки с водой. Исходное положение у нас ножки вместе, ручки держим у плеч, и на выдох руки вверх, ножки в сторону. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кому противопоказано прыгать, делаем шагово. Выдох, вдох, выдох, вдох. Делаем по 20 повторений. И начали. Выдох, вдох, выдох, вдох. Обязательно дышим. Выдох, выдох. Дышим. Еще несколько раз делаем. Раз, два. Еще. Дышим. Выдох, выдох. Еще последний раз. Хорошо, отлично. Следующее наше упражнение – приседание с жимом бутылочек. Итак, ножки ставим шире плеч, носки у нас смотрят на 45 градусов. На вдохе приседаем до параллели с полом, присели, выдох наверх, жим наверх. Вдох, выдох. Коленки у нас в стороны смотрят, спину держим прямыми, таз отводим максимально назад. Делаем 20 повторений и начали. Вдох, выдох, вдох, присели, выдох, встали. Обязательно дышим, про дыхание не забываем. За коленочками обязательно следим, за носочки у нас не выходят. Вдох, выдох, еще несколько раз. Вдох, выдох. Следующее наше упражнение – удары перед собой крест-накрест. Ноги ставим шире плеч, держим ручки перед собой и на выдохе удар чуть в сторону, выдох, вдох, выдох, вдох. При этом чуть туловищем поворачиваемся в сторону. И начали 20 повторений. Выдох, вдох, выдох, вдох. Чуть-чуть приседаем, дышим, резко делаем, в темпе. Обязательно дышим. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще несколько раз. Отлично. Все. И наше последнее упражнение на пресс, сидя. Развороты туловищем в стороны. Ножки ставим на пол. Сгибаем ноги в коленках. Туловищем чуть назад уходим. Держим перед собой бутылочки и в стороны.
Каждый раз выдох, дышим, чувствуем наш пресс, напрягаем, выдох, вдох. Делаем 20 повторений. Еще чуть-чуть. Хорошо, отлично. Занимайтесь спортом. Если у вас нету гантелей, можно их легко заменить обычными бутылочками с водой. Будьте здоровы, до скорых встреч. Ну а на календаре 13 мая, и по народным приметам, если сегодня поздороваться 7 раз подряд, то это к веселью. Нельзя, кстати, заплетать волосы, потому что в косы можно вплести безденежье и беды. Не стоит сегодня носить вещи красного цвета, так как можно год провести в одиночестве. А вот чем же еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 13 мая. Сегодня День Черноморского флота ВМФ России, а также День охранно-конвойной службы МВД России. По народному календарю Яков Теплый. С этого дня на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. До сих пор сохранилась поговорка «в мае жениться, всю жизнь мается». Этот день в истории. Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село Павловск. В английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. В этот день также впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести». В России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей президента Российской Федерации в них. В этот день родились Александр Невский, русский полководец, князь Новгородский, великий князь Киевский и Владимирский. Алексей Хомяков, русский поэт, публицист, художник, основоположник славянофильства. Альфонс Даде, французский прозаик, драматург. Рональд Росс, индийский врач, нобелевский лауреат. Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яков. Еще одна примета, кстати говоря, Паш, на этот день, это вот кто 13 мая косяк двери ударится, то разбогатеет, скоро говорят. Вот не знаю, в чем суть, конечно, но человеку свойственно, конечно, хотеть материальных благ, почему бы и не проверить вот эту примету. Биться косяки, конечно, не призываем, да, специально, хотя, может быть, специально тоже как-то сработает, но на заметку взять можно. Ну, вообще интересно, а где можно заработать как можно больше денег? Вот где платят самую высокую зарплату? Ну, наверняка в каких-то добывающих отраслях промышленности, потому что, ну, не знаю, как так повелось, что ли. Да, ты прав. По данным СМИ этого года именно в этой отрасли зафиксирован наибольший рост заработных плат на 27%. Ну, а на втором месте оказались геологи с приростом в 24%. Следом идут работники энергетической и металлургических сфер. Ну, я думаю, пора бы и нам уже поехать на вахту. Ну, не знаю, кем бы я, вот, допустим, вот кем бы я мог там работать. Точно знаю, что работа вахтовым методом, она подходит далеко не всякому, и нужно обладать определенным складом характера, чтобы месяцами быть вдалеке от дома и работать порой даже по 12 часов в сутки. Как устроена на самом деле жизнь на вахте, какие плюсы и минусы у такой работы, узнала наша съемочная группа. Геолог Карл Варламов уже опытный вахтовик. Сюда, на Нежданенку, приезжает не в первый раз. Устроился в мае 2022 года, то есть мой рабочий стаж уже составляет почти 3 года полных. Наверное, больше всего в первую очередь запомнилась дорога, как добирались сюда, что республика у нас большая, ехать долго. Чего боялся больше всего, это то, что я не приживусь именно в коллективе. Но эти страхи оказались напрасны, потому что коллектив здесь очень хороший. Наш рабочий день начинается с 8, каждый день, с 8 утра. То есть подъем около 7 часов утра, зарядка, завтрак, да и приходим на работу, начинаем работать. А рабочий день вечером до 8 часов, поужинать после работы. И мы обычно с коллегами ходим в спортивный зал, очень хороший у нас построили. Сейчас у многих людей стереотипы, что вахта это вот где-то вот на севере, вот прям где нет условий, нет связи, нет интернета.
и добираться туда вот, на оленях, грубо говоря. Нет, это все стереотипы. Именно вот в нашем предприятии, в нашей компании идеальные условия созданы для людей, поэтому остается только работать и радоваться. Здесь каждый специалист и каждая служба отвечает за свое направление. Однако взаимодействие и взаимосвязь присутствуют на любом этапе, ведь от четких и слаженных действий зависит конечный результат. Вот наш коллектив маршрутской службы. Он представлен 4 маршрейдерами и 2 горнорабочими на маршрутских работах. Ребята из разных регионов, в том числе много местных ребят из Якутии, выпускников Хандыкского горно-геологического техникума. В нашей работе очень важно, чтобы коллектив был дружным, благо у нас с этим все в порядке. Местных ребят здесь ценят за их работоспособность и трудолюбие. Не зря их называют якутскими алмазами. Берут на работу после окончания вузов и колледжей даже без опыта. Такая практика себя оправдала, считает в руководстве компании. Мы всегда готовы помочь, обучить как внутри отделов. Этим занимаются все отделы, все коллеги, которые здесь работают, все руководители. Особо поощряют в компании за новаторские идеи и усовершенствование процесса производства. Работа по 12 часов в сутки без выходных. И так 2 месяца вахты. Условия работы и досуга в поселке способствуют максимальному отдыху между сменами. Разлука с родными – цена достойной зарплаты. На вахте она на порядок выше, чем на доступной работе дома. К примеру, в зависимости от должности и квалификации она начинается от 150 тысяч рублей в месяц и выше. Но привлекает не только зарплата. Те, кто привык к такому графику, предпочитают именно эту работу. Работать в пятидневку я пробовала вот как раз перед вахтой, перед тем, как пойти на вахту. Мне не понравилось, потому что 5 дней ты работаешь, 2 выходных – это очень мало. Конечно, первый месяц, первые недели дома, конечно, ты не вспоминаешь, может, о них, но по истечению времени, 1,5-2 месяцев, ты уже начинаешь скучать по самой работе, уже по коллегам, уже охота приехать, их увидеть, уже спросить, как дела, пообщаться. Поэтому по работе тоже скучаю, поэтому и длинный межвахтовый отдых тоже нежелательно. Современное промышленное производство мирового уровня имеет далеко идущие перспективы и ждет своих новых героев, которые будут создавать историю горнорудной компании и давать драгоценный металл стране. Но работа вахтовым методом – это, конечно, особый ритм жизни. Как мы уже сказали, далеко от дома. Вот сейчас девушка рассказала о том, что это непривычный график, но и часто это, конечно, все происходит в суровых условиях. Да, это требует не только физической выносливости, но и умения сохранить внутреннюю гармонию и спокойствие. И здесь на помощь может прийти, конечно же, чтение. В целом, чтение книг – это отличный способ использовать время с пользой, развиваться и отвлечься от какого-то однообразия. Не знаете, что выбрать из литературы? Тогда смотрите нашу постоянную рубрику «Книжная полка». Всем салют, меня зовут Максим, и сегодня я расскажу вам про книгу «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла. Может быть, вы уже про нее слышали, эту книгу, или даже видели обзоры, но я ее сегодня советую, потому что многие в мае, в июне задумываются над смыслом жизни и над тем, какой путь они выбрали. Эта книга изучает мифы, эта книга изучает архетипы. Кто ты по жизни, герой, спасатель, шаман, да, или тот, кого нужно спасать, принцесса. Вот здесь даже не филолог и не литературовед сможет что-то почерпнуть для себя. Мне было интересно, потому что автор рассуждает над тем, насколько вечно, насколько неизменно вот это понятие в нашей жизни, как архетип. Может быть, вы помните хорошо сказки, тогда вы знаете, что есть Иван Дурак, есть Иван Царевич, да, есть там Алеша Попович, есть определенный архетип поведения. И сегодня, в 21 веке, нас окружают технологии, искусственный интеллект и многие другие вещи, но это остается неизменным. Поэтому в этой книге обязательно для всех писателей, для всех контент-мейкеров идет изучение души человека через восприятие его как мифа, через восприятие его как легенды. Поэтому книга, я не скажу, что она читается легко, но эта книга открывает глаза на многие простые вещи, как это бывает книгами по психологии, по философии. Она находится на стыке.
Она одновременно и изучение мифа, изучение легенды, изучение литературы и внутреннего мира человека. Поэтому, если вы готовы к такому серьезному чтению, то «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла, по-моему, зайдет вам как нельзя лучше. Именно сейчас, весной и в начале лета, когда можно задуматься, куда я иду, что я вообще делаю, и, может быть, Кэмпбелл вам в этом поможет. Он есть в библиотеке и есть на Литресе. Читайте книги, любите жизнь. Вот ты знаешь, я недавно для себя отметила, что больше всего я читала литературу именно в студенческие годы. Ну, во-первых, это было необходимо тогда для учебы. Гаджеты тогда были, но не были особо популярны, поэтому любую информацию нужно было лишь искать в библиотеке. И, соответственно, с библиотеки надо было брать ее домой, и опять дома, опять чтение, конспектирование. В общем, книги были повсюду. Ну, в целом, как будто бы, да, мне кажется, что наибольший пик чтения приходится вообще на школьные годы, потому что там есть целый предмет, который непосредственно связан с чтением книг, и, возможно, это как-то влияет. Нет, ну в детстве-то ты читаешь книги как бы неосознанно, но прочитал и забыл. А в студенческие годы прям конкретно за полезной информацией туда обращаешься. Возможно, да, я просто не очень к чтению привязанный человек, я сам это понимаю, насколько это плохо, тем не менее, да, вот не так много я прочитал в жизни, как мог бы. Но вообще студенчество – это самое прекрасное время жизни, это пора первых шагов в профессии, сопряженных с интенсивной учебой, естественно, волнительными зачетами и экзамены. И одновременно студенческая жизнь наполнена искрометным весельем юности, разнообразием общественной деятельности и, конечно же, творчеством, что позволяет молодежи продемонстрировать свои организаторские способности, как минимум, и недюжий талант и креативность. Вот студенты Ленского технологического техникума успевают все и учиться, и людей радовать своим творчеством. Давайте посмотрим, каким. Проникновенные песни, аутентичные костюмы и дух большого общего дела. Ленский технологический техникум представил постановку, приуроченную к 9 мая. Спектакль «Защитники Отечества» собрал на сцене и студентов, и преподавателей. Подготовка началась еще в феврале. Трижды в неделю начинающие артисты оттачивали номера и реплики, чтобы блеснуть талантом в преддверии годовщины Великой Победы. Кто-то оказался на большой сцене впервые. Достаточно интересно, ребята очень все веселые, и было совсем не страшно, не переживаешь, потому что мы коллектив, мы очень сильно сдружились, и особых переживаний нет и не было. Мы поддерживаем друг друга. Организовать театральную студию помогла победа в конкурсе социальных инициатив «Ленский берег-2024». А место для репетиций предоставила городская администрация. «Защитники Отечества» – первая работа студии. Но уже совсем скоро студенты и школьники уйдут на свои заслуженные каникулы. Летние каникулы – это вообще время года, которое многие ждут с нетерпением. Конечно же, это то самое время, когда можно насладиться отдыхом на открытом воздухе, отправиться, например, на пикник, а может быть даже и в длительный поход с рюкзаком на плечах. И здесь не обойтись без лайфхаков, ведь удобство и простота – это залог вашего комфортного отдыха. О том, как правильно, а главное быстро сложить спальный мешок, расскажет наш коллега. Приветствую всех любителей активного отдыха на природе. Наступает лето, сезон походов, сезон охоты, рыбалки и некоторые способы облегчить жизнь походникам мы сейчас вам продемонстрируем. Самое частое, что вам нужно сделать после ночевки на природе, это, конечно же, сложить спальник. Посмотрите, спальный мешок может быть очень большим, объемным, и многие складывают его не то чтобы неправильно, но слишком долго и сложно. Они пытаются его аккуратно сложить, расправить, свернуть вот так вот, либо роллом, либо еще как-то. На самом деле спальник нужно складывать несколько иначе. Сейчас покажу как. Берем мешок, упаковку для спальника и начинаем просто-напросто, случайным образом сюда его запихивать. Может показаться, что так он займет больше места, но это не так. Плюс этого способа в чем? В его быстроте. То есть вы не тратите время на то, чтобы просто его складывать на какой-то ровной поверхности, скручивать. Мы его просто запихиваем. Здесь в конце аккуратно выпускаем воздух. И это позволяет волокнам внутри спальника не слеживаться именно в складках. Смотрите, даже получилось гораздо компактнее, если бы мы его складывали, скатывая. Вот сколько прошло секунд, наверное, секунд 10, да? Если у нас с вами есть еще компресс-мешок, а здесь он как раз есть,
Компресс-мешок – это такая встроенная фича спальника, либо можно его приобрести отдельно, позволяет уменьшить объем каких-то мягких ваших походных аксессуаров. Вот таким образом мы его сворачиваем, убираем внутрь все ненужные веревочки. Вот, уменьшаем и без того небольшой, в принципе, объем этого спальника. И вуаля! Прошло полминутки, и спальник у нас сложен компактно и достаточно надежно. А для того, чтобы его потом развернуть, просто открываете и одним ловким движением руки вытаскиваете, можно готовиться ко сну. Еще один момент насчет спальника. Когда вы вечером готовитесь к ночевке, не разворачивайте его сразу в палатке. Можно его положить вот так на матрасик, и перед тем, как вы будете ложиться спать, в тот момент его расстегиваете, разворачиваете. Он сохранит тепло дольше. Но я уверена, что подобный лайфхак работает только лишь со спальным мешком, который основан на пуху, потому что именно пух может вот так, знаешь, скукожиться до минимальных размеров. Такое не получится, если, конечно, у тебя ватный спальник, да, или спальник с другим наполнителем, потому что действительно в этом случае нужно его все-таки разобрать, сложить, скрутить жгутиком, и потом уже он только поместится в мешок. Ну, а я выражу мнение, что, скорее всего, сейчас просто за счет развития технологий и так далее, все-таки чаще встречаются спальники вот именно синтепоновые. Да, холофайбер там и вот все такого плана. Там все-таки нужно немножко постараться. Ну, а если, конечно, у вас есть такой легкий, возможно, просто туда, вот как запихал, грубо говоря, да, и затянул. Где спальник? И все. А вот спальник. На самом деле, конечно, в преддверии лета все равно полезный совет очень, потому что, палаточный отдых летом в Якутии, где прекрасная природа, почему бы и нет. Ну, а мы движемся далее и прямо сейчас готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Первичное жилье продолжает дорожать. Несмотря на падение спроса, цены на новостройки в городах-миллионниках за год выросли более чем на 12%. В апреле этого года средняя стоимость достигла 185 тысяч рублей за квадратный метр. В Москве цена выросла на 15,2% за год до 403 тысяч за квадратный метр. Цены растут, несмотря на сокращение продаж первички. Это объясняется стремлением девелоперов переложить в стоимость возросшие расходы на строительство и изменением структуры предложения. Рост цен, в свою очередь, отпугивает покупателей, стимулируя их откладывать сделки до стабилизации цен. В этом году более 2000 детей отдохнут в лагерях республики, а 560 детей, участников СВО, будут отправлены отдыхать за пределы региона. Всего же запланировано охватить 2733 человека, что составит 49% от общего количества детей, участников СВО. Всего на это выделено 82 миллиона 655 тысяч рублей. В прошлом году летом, напомню, отдохнули 2167 детей, что составило 68%. Финансирование 154 миллиона 104 тысячи 800 рублей. Запись будет вестись через портал госуслуг уже с 15 мая. Запись будет вестись через государственные услуги с 15 мая с 9 часов. Нарочно можно будет подойти в те лагеря, которые они выбрали. Причем нужно будет обязательно взять 6-7 документов. Это получается заявление родителя. Он есть на всех сайтах наших лагерей, копия документа, удостоверяющая личность заявителя, копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт, если ребенку исполнится уже 14 лет, копия документов, подтверждающих статус и полномочия законного представителя, если это получается уполномоченный на его выдачу, да, есть такой документ. На родину с победой в Якутск вернулись триумфаторы всероссийского музыкального конкурса «Кубок Сталинграда». Мероприятие приурочили 80-летию Великой Победы, а прошло оно в городе-герое Волгограде с 1 по 4 мая. За это время детский духовой оркестр Высшей школы музыки республики выступил на нескольких площадках, в том числе на Мамаевом кургане и амфитеатре. Но самое главное, представил республику и весь Дальний Восток на финале конкурса, участие в котором приняли 53 коллектива из 28 регионов страны. Это юбилейная дата, и она очень важна для всех. Поэтому в нашем репертуаре было очень много военных песен.
песен, маршей. И плац-номер мы тоже ставили под марши. Волнение присутствует, но в первую очередь оркестр – это команда. И так как мы все друг друга поддерживаем, мы все рядом, мы сильно не волнуемся. Если у кого-то что-то происходит, мы всегда рядом, готовы помочь. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Учащийся учебно-научного центра Северо-Восточного федерального университета Максим Евсеев стал призером Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, которая проходила в Самаре. Призерство в заключительном этапе этой олимпиады позволяет поступить в любой вуз России без вступительных испытаний по направлению олимпиады, то есть это филология, лингвистика и похожие. При поступлении на непрофильные программы диплом олимпиады могут зачитать как 100 баллов за единый государственный экзамен по иностранному языку. И сегодня у нас в гостях непосредственно сам Максим, а также его преподаватель. Это директор учебно-научного центра Татьяна Семеновна-Ступчкова. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, наверное, первый вопрос будет непосредственно к Максиму. Максим, поделись, пожалуйста, как прошла Олимпиада, да, что было особенного, да, может быть, были какие-то сложности и трудности, ну и вообще в целом на своем примере, что бы ты мог пожелать другим ребятам, которые, возможно, боятся принять участие в таких массовых Олимпиадах? Олимпиада прошла в целом очень хорошо. Все организаторы, все были очень доброжелательные. Я познакомился с множеством невероятно умных и талантливых ребят со всей страны. Вот. И мне также было очень интересно решать задания. Ну, я очень рад тому, что решил большинство из них. Вот. Сложнее всего мне, наверное, было бороться с волнением, потому что как только я приехал, меня терзала какая-то неопределенность, то есть какой результат я получу и вообще смогу ли я получить диплом. Вот. Но как только я думал о всех тех часах подготовки, которые я посвятил французскому, все волнение сводилось на нет, и мне получилось успешно выступить. Ну, то есть ты рассчитывал на то, что займешь призовые места, или просто выдал свой максимум? Вот, честно говоря, на французский я изначально рассчитывал просто как, чтобы получить опыт и просто насладиться атмосферой и получить, и в целом насладиться решением заданий. А в целом, как ты к изучению языка этого пришел? Как давно им занимаешься? Французский язык я изучал как второй иностранный с 5 класса в своей гимназии. Вот. И вот за эти 5 лет, которые я учился в этой гимназии, я в целом получил такую базу. То есть я изучил все азы грамматики, самую основную лексику, откуда я уже смог дополнительно изучать французский сам углубленно и со своим преподавателем. Ну и говоря о результате, да, то есть мы перечислили, что, в принципе, победа во Всероссийской олимпиаде школьников дает такое неплохое преимущество при поступлении уже в дальнейшем в вузы. Планируешь ли ты жизнь с изучением языков дальше связать? Честно говоря, я не определился до конца, но думаю, что мне в целом было бы очень интересно дальше развиваться в этой сфере и, может быть, даже стать переводчиком. Вот так. Татьяна Семеновна, расскажите, пожалуйста, как работает лицей, да, и сколько сейчас у вас учеников, потому что, действительно, наверное, такие у вас кадры не единственные, да, ребят, наверное, талантливых очень много. Как ведется вообще подготовка детей к подобным олимпиадам? Доброе утро. Хотелось бы вначале сказать, что Максим у нас уникальный ребенок не только в Якутии, но и практически во всей России, потому что он стал призером одновременно на 2 олимпиадах. То есть его в Якутске дома не было практически полмесяца. Сперва он участвовал в Самаре на олимпиаде по французскому языку, и потом через практически 3 дня у него началась другая олимпиада по английскому языку в городе Москва. Поэтому мы Максима практически 2 недели его не видели. И он там тоже призером стал. То есть это уникальный случай, да, практически. В Якутии, наверное, только, 2 олимпиады за 2 недели просто. Ну и вот как ведется подготовка таких уникальных ребят, потому что знания, они, конечно, получаются же всеми одинаково, да, но не каждый может их так освоить. У нас в специализированном учебно-научном центре, который является вообще структурным подразделением нашего университета федерального,
обеспечивается образовательные программы по среднему общему образованию, то есть это 10-11 классы. Максим к нам пришел с Якутской классической гимназии, и повезло то, что у нас его же учительница с 5 класса, которая вела Аросина, Мария Жарафовна, она к нам же тоже, у нас тоже работает как внешний совместитель, поэтому вообще подготовка к конкурсам в нашем университетском лицее налажена, можно сказать. Мы с 2016 года открылись и работаем. Сегодня у нас 195 детей, всего 9 комплект-классов. То есть, получается, дети уже с ранних лет погружаются в университетскую среду, и 70% педагогических работников у нас это научно-педагогические работники нашего университета, поэтому у нас, получается, детям дается возможность уже углубленно изучать с нашими лучшими преподавателями университета. А как стать, собственно, учащимся? Вот центр Отборочный вашего, тур, наверное, серьезный, и да? требования предъявляются, может быть? Да, каждый год мы после 9 класса набираем детей на общих основаниях. Например, есть по порядку приема в наш лицей есть дети, которые поступают вне конкурса. Это победители олимпиад, это победители, например, «Шаг в будущее». Да? То есть мы смотрим не только учебную успеваемость по учебе, но и достижения ребенка обязательно смотрим тоже. Вот, например, по физико-техническому направлению дети сдают математику, физику и русский язык. На лингвистический профиль, в который поступил Максим, они сдают иностранный язык, русский язык и базовую математику. То есть, да, зависит от профиля, какие экзамены. Максим, вот как сказала Татьяна Семеновна, да, ты получил еще и призовое место в Москве по английскому языку. И вот, наверное, сейчас многие ребята тебя смотрят, да, и думают, а какой язык-то все-таки проще, французский или английский? Я все-таки считаю, что английский, потому что во французском языке все-таки очень много исключений и гораздо труднее грамматика. Вот, честно говоря, мне самому сейчас до сих пор немного трудно составлять большие тексты и выступления на французском языке. Но в целом... Ну, а на английском уже как на родном, да, наверное? Почти. Почти, здорово. Ну, у нас остается буквально 1 минутка, да. Вот сейчас сфера образования меняется, да, и многие родители озадачены тем, какие направления для вообще детей выбрать, если ребенок сам не может, да. Вот на что нужно обратить внимание, да, если все-таки ребенок после 9 класса находится в таком замешательстве, куда пойти и какую профессию выбрать? Ну, конечно, с тем временем, когда мы с вами поступали в университет, профессии были уже точно известны, да, кем мы станем. На сегодня вообще профессии будущего, они связаны с инфокоммуникационными технологиями. Цифровизация практически вошла во все отрасли, но мне кажется, наиболее все-таки актуальными, имеющими, да, вот для детей вот такие вот перспективы, это все-таки возобновляемая энергетика, это биотехнологии, это киберзащита, это биотехнологии, генетика. Но профессию учителя, строителя, медика никто не отменял, поэтому да, они это тоже будут востребованы, скорее всего. Да, выбор на сегодня огромен. Ага. Максим, Татьяна, спасибо вам большое. Отличного вам дня и хорошего настроения. Ну а мы завершим наш эфир сегодня вновь новостями из мира животных. Но для этого нам необходимо будет перенестись в Нерюнгри, где живет забавный, милый, пушистый друг Вилли, которого уже с уверенностью можно назвать звездой интернета. Это знаменитый итальянский авиаконструктор. Тут пишут, что он граф. Вот так проводит свой досуг кот Вилли. Ему еще нет и года, но он уже с легкостью освоил сенсорный экран и проводит часы, погрузившись в виртуальный мир. Вилли с виду обычный сиамский кот. Живет он в обычной квартире, ест обычный корм, но стоит хозяевам взять в руки планшет, как в животном просыпается настоящий геймер. Он ловко перебирает лапами по экрану, ловит виртуальных мышей и рыбок и смотрит мультфильмы. Сперва я на телефоне включила ему один раз видео, там на ютубе были мультики для кошек.
Я включила, там были разные плавающие рыбки, мышки бегающие. Сперва он их смотрел. Потом я один раз включила мультик, аниме для себя включила. Ну, мы с ним на диване лежали, смотрели. Потом я ушла, вышла на 2 минуты на кухню. Возвращаюсь, он лежит уже, сам смотрит. Несмотря на то, что он стал звездой интернета, в жизни Вилли скромный и стеснительный. На появление съемочной группы он отреагировал по-своему. Сначала пытался спрятаться, потом устал и решил посмотреть фильм. Вилли – яркий пример того, что коты не только милые, но и умные и любознательные животные. И вполне возможно, что в будущем нас ждет целая армия котов-геймеров, покоряющих виртуальные миры своими пушистыми лапками. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким было утро вторника. Мы не прощаемся, а говорим до новых встреч. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале «Якутия-24». Да, как всегда, будем встречать наступающий день, но это будет завтра. На сегодня, конечно же, хочется пожелать вам отличного настроения, чтобы все ваши цели и планы на сегодня были достигнуты и выполнены, чтобы со спокойной душой можно было вечером ложиться в кровать и засыпать, чтобы проснуться пораньше и смотреть нас с утра. Увидимся.